гоняра какой. Сегодня мы с Григоричем на Таежную речку, ребят, вырвались на пару дней. Сейчас заходили около 5 километров. Будем рыбачить харюза. Речку, ребят, название не буду говорить. Кто увидит, тот поймет. Так что, ребят, будем рыбачить. Сегодня Георгиевич у меня как проводник. Я эти места не знаю. Георгиевич будет показывать мне, рассказывать и все. Ночевать на баньке будем. Так что, ребят, все здорово. Ты, блядь. Во, бля, вот это лапать. Вот это пойдет. Красава. Вообще батя красава. Григорьевич выдает сегодня, короче. Но он хозяин этих мекс, понятное дело. Я тут пришел с какой-то удочки непонятной, короче. Он говорит, о. Опа. О. Хороший бак. Блядь. Зал жадный. Ты вытащил? Да. Наверное, он есть. Я обычно его так поймаю, потом сразу чистую. Ага. Иначе, блядь, Ну, харюс, да, он такой слабенький, на вот это. Да. Нежная рыба. Ну, тут вот вообще парусек красавец. Чешую так просто слегка убираю. Может, говорю, жарить будет. Но в основном это баба, когда жарит, а когда этот. Если она просолится, то она курица пересоленная становится. А этот уже, блядь, нет. Этот уже ел, да, что? Уже, блядь. Да нет, тоже, блядь, вон кишка, блядь, да. Желудок, блядь, ну. Должен, блядь, должен. Анна Георгиевич трофеями занимается. Ребята, пробираемся дальше. Ямки небольшие. И беда тут, короче, ручей, ребят. Бобры плотину сделали. Ручей затопило. Сейчас ищем переход. Иду, бать. Так что, короче, не знаю. Топора с собой нету, жалко. Нужно было завалить что-нибудь. Ямки небольшие, ребят. Переходить надо. Так что пробираемся пока. О, ништяк, добре. Ребятки, добре. Проходим пока. Ямы труднодоступны. Такая речушка маленькая. Есть местами ямы. Ямы пробиваем. Ямы, ребят, труднодоступные. Такой чупыжник, коряги. Сейчас вот с перекатика 2 штук поднял. Правда, небольшой жиган. Ну, приятно. Ребятки, приятно такую рыбку повалить. Ну, что, в принципе, неплохой жиган. Потихоньку ловим. Вот так ловим, ребятки. Приятно.
Нет, ребятки, добываем маленько. Вот такие ребятки подтягивают. Блин, камеру включаешь, не можешь на камеру поймать. Только выключаешь, хватает. Так, ребятки, добываем. И пускай потихонечку, помаленечку. С оттуда он вышел. Ребятки, пробираемся по тайге. Батя там остановился, оборвался перевязываться. Вот по таким буреломам прям. Сейчас покушали маленько. Чайку попили со смородины на костре. Шикарно вообще. Почистили рюсков. Ну все, прям. Время 4 час. К вечеру надо до бани дойти. Пока вот так, ребят. Пока пробираемся. Ребятки, прибыли на зимовье. Вот такое зимовье, старенькое, разбитое, крыша уже видно гниет, там все. Но переночевать можно, ребят. Такое неухоженное. Иду в зал, чайники, полкрашку. Тут ручей проходит. Надо водички набрать. Надо ужин готовить. Короче, ноги, ребят, разбил в хлам вообще. Это я молодой. Старый батя так вообще 62 года, молодец, правда, уважуха вообще. Сейчас здесь наберу. Молодец, как танк, ребят, прет. Проходимость вообще жесть. Такой чупыжник с головы. Везде дыры бобра, я уже 2 раза упал вот так. Короче, жесть. Ух, ну ладно, что, надо заниматься. Холодная, чистая. Зубы сводит. Ой, ребятки, зимовье, если видно, даже нету этого, как его, матрасов каких-то. Вот такой срач, как бы. Ну, переночевать можно, ребят. Печечка, дровишки, сейчас заготавливаем, вот батя в входе. Ну так, ребят, крыша над головой, как бы не на улице. То, что удастся, то, что спать, как бы твердо. Какой-то мешок есть и все. Шлепки есть, я хоть свои шлепки взял, додумался, чтобы так хотя бы. Ладно, ребятки, пока надо разжигать все. Топить, батя уже затопил печку. Кору где-то нарвали, надо создать. Рыбка почищена, засолена. Килограммов 2 есть уже. Все, покушали. Сейчас Георгиевичу будем заваливаться, отдыхать. Сегодня тяжелый день был. Завтра такой же. Сюда повешу.
Тяжелая рыбалка, ребят. По поводу прохода. Идешь до ямы метров 300 по чупыжнику. И не факт, что там возьмет рыбка. Что вот такие дела, ребятки. Трудовая рыбалка. Погодка ясная. Там луна встает, виднеется. Время 9 час. Покушали, будем отдыхать. Георгиевич байки потравит еще на ночь. И будет нормально. Так что, ребят, до утра. Что, ребятки, доброе утро всем. Время 5 час. 5 часов уже, наверное. Ой, точнее 6 час. Да. Все, ребят. Поспали вроде неплохо. Погодка затянула. Ночью было ясно, сейчас затянуло. Но Георгий, как старый рюкзатник, говорит, что это хорошо. Сейчас позавтракаем, ребят. Ну и в путь дорогу. Сегодня будем спускаться ниже и будем выходить уже по другой дороге. Да, как-то, короче, ребятки. Жиганюга на переканчике. Ой, упал еще заразка. Не беги. Беги, красавчатки. Спускаемся потихоньку. По дичи вообще никак. По дичи вообще никак, ребятки. Сейчас вывода грабчиков тут слышал. Вот такие ветки. Подхода вообще никакого. Пока спускаемся. Один жиган с утра зацепился и все. И все, больше не поклевал. Не знаю, какие еще приличные настроения. Что не знаю, может что и будет. Ребят, что-то Харрис, короче, вообще категорически отказывает брать. И на ямах, и на перекатах. Проводку, блин. Не знаю. Вчера, в принципе, тоже. Как бы только вечером начал клевать. И то немножко. Ну, Георгиевич поймал с утра. Чуть-чуть. Не знаю, как камера села, ребят. Рябчика сейчас стрелял. Короче, как-то так. Не знаю. Идти нам, ребят, еще до хрена. Но места, ребята, я вам скажу, просто шикарные. Вот это уже реальное название. Я ходил в тайгу. Вот тут реальная тайга, ребят. Места непроходимые, болото вообще. Выносливости надо вообще уйму, чтобы добраться до какого-то места, спуститься, даже который не спустишься нифига, чтобы порыбачить. Очередной переход, ребята. Пробираемся. В этом году дожди были, травы выросло, блин, такой по горло, блин. Обычно так не растет. Трава такая, влага любит, крапива, да вот. Фух, взял заглот, правда, но взял. Наконец-то. Второй уже за сегодня. Жигана отпустил, но этот уже добренький. Перекусить маленько. Чайку забодяжим. Кушанем маленько и дальше. Сальса, хлебушек. Все как полагает. Чаечек у нас устоит. Проходимость жесткая вообще. У меня все руки, вон этот от шиповника, бля. Батя красавец. О, и неплохой такой, да, бать? Неплохой, да? Ага. Ребятки, Григорьевич у нас рыбкой занимается. Чуть-чуть он чешую снимает, получается.
полный бодя опять. Да нет, Нет, нахуй. не очень. Тут, бля, нормально, нахуй. И жабры, ребят, видели, как хопа. 3 секунды. Сейчас, батя, я потом на протоку выйду, там помою, нормально. Ну. Правильно? Ну да. Григорьевич выдает опять, короче, после обеда. Да, играла, точно, правильно ты, бать, сказал. Путешествия наши продолжаются. Что-то сейчас к вечеру после обеда вроде как стал показывать Жигоняра. Ну такой хороший сковородничек. Крупных нету. Сковороднички поклевал. Блин, вот, ребята, бобровую яму, это очень жестоко. Я уже ногу подвернул. Бадя! Бадя! Григорьевич! Батя, короче, какой-то вот тут топтал. Ладно, пойду догонять. Что ты говоришь, мелкие? Вот такие же ганы, ну. Нормально, не жиган же. Да, пойдет вообще отлично. Нихуя себе, бля. Крепко. Хотел бобру помочь. Ладно, не надо. И так везде пройти невозможно, бля. Опа, репчик слетел. Репчик слетел. Тут, ребята, сделал свое дело. Такую березу завалил. Все хотят плотину сделать. Что ты, батя, там прешь? Ребят, вышли на дорогу. Сейчас нам по лесу. Сколько там батя сказал? Час 20 где-то топать. Ну, нормальным темпом. Пьем чай. Пьем чаек. О, ребят, ну это пробег. Это был вообще жесткий пробег, конечно. Такие кущи, ребята, ну это вообще непроходимые дебри. Ну вроде как прошли нормально. Поймали. Неплохо поймали. Ну отлично, в принципе. Хорюском побаловались. Конечно, тяжело добывать, но как-то так. Как-то так, ребятки. Поймали, наверное, штук 35. Короче, ребят, сейчас пьем чай. Будем выходить. Сейчас по сумеркам, возможно, рябчики будут с дороги слетать. Еще можно поохотиться будет. Ну, вроде все успешно. Без потерь, без травм, без происшествий. Как бы все нормально. Ночевали ночью в бане. Питались на природе, ребята, отдыхали. Чаи гоняли. Ну, в общем, нормально. Еще человеку, бате, 62 года. Есть ему что рассказать, показать. Он эти места хорошо знает. Показал мне, рассказал. Пошли мы в Верховье и спустились до низа. Ну, не до самого низа, конечно. Сейчас пьем чаек. И просто путь дорогу до дома. До подъезда с батей Григорьевичем в том подъезде живет. Вроде столько хлама. В принципе, ребятки, поход удался. Мне понравилось. Ну, естественно, тяжело как бы. Батя 62 года, как лось еще, молодец. Так что, ребята, спасибо за просмотр. Всем своим привет. Так что все, ребят, на связи.